Добрый вечер, вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Сводка по пожарам, сколько возгораний в лесах удалось локализовать и ликвидировать за минувшие сутки. Нацпроекты в действии. В Усть-Алданском районе возводятся 17 социально значимых объектов. Скоро в школу. Торжественные линейки, посвященные ко Дню знаний, пройдут в традиционном формате с соблюдением эпидтребований. По данным оперативного штаба по республике действует 107 лесных пожаров, тушат 38, локализовано 17, ликвидировано 12. Новых пожаров за минувший день не выявлено. Борьбу с огнем ведут 3077 человек, 486 единиц техники. Работают также 6 самолетов и 11 вертолетов. Самолеты Ил-76 отработали по Вилюйскому району, Би-200 работали по лесным пожарам Тампонского и Усмайского районах. По центральной и западной части заречных районов, также ряда арктических районов преобладает первый и второй класс пожарной опасности. В ближайшие трое суток в районах мы ожидаем прохождения осадков в виде дождя. По ряду районов Вилюйской западной группы также ожидаем прохождения дождей и гроз. Угроза населенным пунктам на сегодняшний час не отмечается. В Хангаласском улусе за последние сутки локализовали 3 лесных пожара, ликвидирован 1. Полностью удалось потушить пожар, действовавший на территории Китарынского наслега. Его площадь оценивалась в 50 гектаров. Локализованы лесные пожары также в Маджагарском, 4 и 5 наслегах. Ранее они угрожали селу Едяй. Над их ликвидацией сейчас работают 190 человек и 22 техники. Также локализован пожар в Качекатском наслеге. Тушением там занято 50 человек и 15 техники. На сегодняшний день еще не локализованы 3 пожара в Хангаласском улусе. Это в Синском наслеге, в Жемконском первом и на Ленских столбах. Однозначно это дождь, конечно, помог. Сильные обильные дожди были в тех населенных пунктах. И еще вот сегодня по прогнозам тоже с вечера начинаются дожди. Сколько еще дней будет дожди идти? Следите за этим? По прогнозам там показывает до воскресенья. Если сегодня начнется, и до воскресенья показывает. В Якутске продолжают работать врачи из федерального центра. Напомним, специалистов российского Минздрава в регион отправил лично глава федерального ведомства Михаил Мурашко. В течение дня медики ознакомились с работой республиканской больницы номер 2, а также Якутской республиканской клинической больницы. На сегодняшний день та двойная напасть, которая пришла в республику, непрекращающаяся работа с ковидом, плюс 3-месячный марафон с задымленностью, безусловно, явился испытанием. И несмотря на то, что наша поездка еще не закончена, общее впечатление здравоохранения республики достойно справляется с этими проблемами. Айсан Николаев провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса с участием глав муниципалитетов. Он отметил, что ситуация в республике остается напряженной. Глава республики поставил задачу принять всевозможные превентивные меры по снижению рисков осенней волны заболеваемости. Это приобретает особую актуальность в связи с возвратом людей из отпусков и началом нового учебного года. Айсан Николаев подчеркнул, что не должно быть допущено ослабление ограничительных мер. Другой ключевой момент – продолжить вакцинацию. Глава Якутии сообщил о том, что определена новая база для расчета вакцинированных – это 80% взрослого населения. Что касается данных, то за минувшие сутки выявлено 145 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 82 в Якутске. На протяжении августа число новых случаев в среднем остается на уровне 150 в сутки. В последние дни наблюдается рост заболеваемости в Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском, Сунтарском, Вилюйском, Усть-Алданском, Татинском, Хангаласском, Мегино-Хангаласском районах.
Ну а эпидемиологическая ситуация в Нюрбинском районе также остается напряженной. На территории района продолжают лечение от коронавируса в 2 стационарах, 41 больной, а в амбулаторном лечении внутри района находится 54 пациента. По словам ученых, новые штаммы коронавирусной инфекции циркулируют по республике и являются более контактогенными, чем в начале пандемии. Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать меры масочного режима. Немаловажным сейчас надо сказать, в нашей работе считается выявление контактных лиц. То есть, если мы тем больше охватим контактных лиц больного человека, тем мы быстрее и эффективно переостановим распространение дальнейшее этой инфекции. То есть мы уже повлияем на пути передачи. То есть от человека к человеку уже в дальнейшем уже распространения не будет. Объекты ЖКХ к отопительному сезону этого зимнего периода готовы на 83%. Об этом сегодня сообщили представители МинЖКХ Якутии на совещании у премьера Якутии Андрея Тарасенко. На сегодня подготовлено 913 котельных, 3098 теплосетей, 122 километра водопроводных, 566 километров канализационных сетей. Плановый объем завоза топливно-энергетических ресурсов в навигацию текущего года составляет 514 тысяч тонн. На сегодняшний день отгружено 334 тысячи, это 65% от плана. К другим темам. На территории Усть-Алданского района в этом году сдадут 3 объекта, которые сегодня строятся по национальным проектам: демография, жилье и городская среда и образование. Все подробности у Дмитрия Тымырова. Усть-Алданский район в следующем году готовится принять у себя спортивные игры народов Якутии. И к этому знаменательному событию район готовится уже с сегодняшнего дня. На сегодня по району идут работы по 17 различным объектам, в том числе спортивные объекты к играм, 3 школы, 2 детских садика, дом культуры. Основной вопрос еще вот у нас стоит по автомобильным дорогам, по безопасной и качественной автомобильной дороге. Там 2 направления, это от Баргонцев до Тюнгюрю и от Баргонцев до Сотинцев. Должны, вот уже вошли в программу, до 2024 года будут строиться. Так, одним из больших объектов здесь считается будущий стадион, который в следующем году примет гостей и участников спортивных игр народов Якутии. Уникальные объекты возводятся на месте старого стадиона. И по своему форм-фактору также обещает быть интересным. До конца этого года планируют здесь завершить асфальтобетонные работы. Это стадион на 1000 мест, со стационарным на 1000 мест и дополнительно на 4 места. Да? Стандартный круг 400 метров внутри футбольным полем. Было проведено ИС-Аланха и установили, если там посмотрите, у нас сохранился Ал-Лукмас, мы его принципиально сохранили. И мы так его запроектировали, что она будет синхронно стоять с олимпийским факелом. По нацпроекту образования на территории района строится сразу несколько объектов. Это школа-сад на 450 мест в селе Барагонцы и на 120 мест в селе Сырдах. Также большой образовательный объект возводится в селе Сотинцы. Сегодня мы стоим на объекте школы 450, втянувшихся в село Барагонцы. Это наше новое здание уже начало 27 апреля. Мы тут праздновали первую сваю золотую. Сейчас по федеральной программе школа должна закончиться в 2022 году, в декабре. И вот на сегодняшний день делают опалубку. До конца года должны стоять коробка трехэтажная. Строительная готовность объекта составляет 10%. Между тем, в соседнем селе Сырдах по региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий» возводится другая школа на 120 мест. Двухэтажное здание, в котором большой спортзал и столовая, там актовый зал, там классы, все есть. Между тем, в рамках нацпроекта «Демография» в райцентре Улуса строится сразу 2 объекта. Это многофункциональный спортивный центр и детский сад на 75 мест. Стройготовность спортивного центра составляет 10%. Очень большой будет спортивный зал, и часть здания, конечно, будет по части оздоровительного комплекса. Это тренажерные залы,
залы для оздоровительных комплексов. А вот детский сад распахнет свои двери уже в этом году. Стройготовность объекта составляет 80%. Здесь будет две группы. Одна группа ясельная от 0 до 3, и вторая группа смешанная будет. У нас очередность в районе почти что нет. А так, по заявкам сейчас в данное время примерно на 70 детей от 0 до 3 есть очередность. В целом в этом году помимо этого детского сада сдадут еще 2 объекта. Это Центр культуры имени Василия Никифорова Кюльмнюр и школу в поселке Сырдах. Остальные объекты будут открываться уже в следующем году. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Усть-Алданский район. Торжественные линейки, посвященные ко Дню знаний, пройдут в школах по республике в традиционном формате с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Все образовательные организации региона обеспечены средствами защиты по требованию Роспотребнадзора. 1 сентября, по данным по Якутии, в школу пойдут 16 тысяч первоклассников. Мероприятие будет проведено для всех классов по графику и с выделением отдельной зоны для родителей. Как известно, подготовка к учебному году – это непростой период для всех родителей. Нужно закупить все необходимое, при этом стараясь не переплачивать, рассказывает Валерия Наумова. Скоро в школу и столько всего нужно купить, но есть отличное решение – это магазин Кари Kids. Анна, мама 2 детей, вот уже 5-й год собирает в школу сына и каждый раз задается вопросом, как сэкономить время и деньги. В этом году данный вопрос разрешился. Магазин Кари Kids в торговом центре «Апельсин» помог собрать мальчика к школе. Мы покупаем это все в одном месте. Здесь и рубашка, и сменка, и рюкзак, и жилетки, и брюки, все-все-все. И ручки у нас здесь, вся полностью канцелярия мы можем приобрести здесь. Помимо широкого ассортимента, в магазине представлено уникальное предложение. Любой товар можно приобрести в рассрочку. Плюс ко всему в супермаркете проходят различные акции на одежду, игрушки, обувь и аксессуары. В детском отделе мы приобрели для дочери тоже очень много одежды. Здесь есть акция, сейчас идет 2 равно 4. То есть мы собрали в садик и сразу платьишко на Новый год приобрели. В магазине также действует программа лояльности Кари. Это возможность покупать товары со скидкой до 30%. Плюс ко всему можно рассчитаться бонусами «Спасибо» от Сбербанка до 99% от покупки. Кари Kids в торговом центре «Апельсин» в своем магазине собрал широкий ассортимент от стильной одежды до функциональных автокресел. Без покупок не останется никто. Валерия Наумова, Григорий Григорьев, Якутск. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00 на канале Якутия-24.